А что, про ад поговорим? Я хочу вопрос задать. Что такое ДСП? Дети старших пресвитеров, дети старшего пастора, да? ДСП. Думаешь, там строительный материал какой-то, это рубероид, плитка, ДСП. А нет. А лох есть. Кто знает, как лох расшифровывается в христианском мире? Лишенный общества Христова, да, никогда бы в жизни не подумал, вон лох идет. Почему лох? Да потому что он общество Христова. А тут я новую вообще фишку услышал, КРС. Кто знает, что такое КРС? Ага, крупный рог. Когда-нибудь слышали, да? Что такое КРС? Христиане говорят. Коэффициент религиозного сопротивления. Я услышал тут недавно и думаю, вау, конкретно. Это та вещь, за которую надо молиться вообще. В какую-то церковь приходишь, вычислять уровень КРС, который там есть. То есть вот этот коэффициент, он должен быть нулевым. На самом деле, если без прикола, я слушал этого человека и думаю, интересно. Интересно, человек расшифровывает коэффициент религиозного сопротивления. Что это такое? Вот ты входишь в этот зал. Я очень сильно хотел бы, чтобы ты молился за свое сердце. Чтобы у тебя не просто нулевой коэффициент сопротивления религиозного был. Очень сильно хотелось бы, чтобы он в минусовой составляющей находился. Чтобы ты приходил не в религиозном сопротивлении, а в желании двигать по вере твою церковь. В желании что-то созидать твою церковь. Знаете, что такое религиозное сопротивление? Я был в разных местах. Ты еще ничего не начал проповедовать, а ты уже 5 раз вспотел. Потому что ты вышел, и там такая вот атмосфера. Такая, знаете, сидят, смотрят, типа, что ты нам что-то расскажешь, что ли? Когда вот большое сопротивление религиозное в зале, ты еще не успел выйти на... Знаете, в зале может быть очень прохладно, а ты мокрый, потому что ты бодаешься с этим религиозным сопротивлением. Например, начинается прославление. У нас же как бывает? Вот что такое религиозное сопротивление? Начинается прославление. Человек сидит, и когда там говорят, давайте, братья и сестры, встанем, будем Богу там руки поднимать, будем поклоняться. Человек внутренне сразу начинает, я не хочу руки поднимать. Что они там под одну гребенку всех? Мы прям все должны руки поднять. И вот это вот внутреннее состояние твое, когда ты противишься всему тому, что происходит на сцене. Знаете, вот это состояние, оно связано с нашим внутренним настроем, с нашим внутренним состоянием. Вот я говорю про ад, мы сегодня будем, проповедовать. И человек сразу, какой ад? Надо о любви Божией проповедовать. Где Иисус про ад говорил? Где Иисус про там какие-то вот эти вот вещи злые говорил? Иисус про любовь говорил. Сердце Иисуса – это любовь. И люди, они еще, например, иногда даже не поймут, о чем пойдет разговор, о чем речь пойдет. Они уже внутренне настраиваются на то, чтобы сопротивляться. Вот я хотел бы, чтобы, если ты являешься сегодня частью церкви поклонения, я хотел бы, чтобы ты молился за то, что когда ты приходишь сюда, чтобы тебе не быть человеком, который сопротивляется, а быть человеком, который вместе с Божьим народом, например, вместе с прославлением толкает что-то в духовном мире для того, чтобы небеса были ближе. Когда, например, я проповедую или там Айбек проповедует, чтобы ты не сидел и не думал, что он такое говорит, а чтобы ты внутренне смотрел на него и говорил, давай, братан, давай, мы с тобой, мы тебя поддержим, мы поможем. И это такая атмосфера, где люди растут. Где растут проповедники, где растут вот эти вот служители Божии, которые потом здесь, научившись в нулевом сопротивлении двигаться куда-то вместе с Богом, им гораздо легче потом будет, когда ты приходишь в какое-то там 10%, 20% или даже в 100% сопротивление, этим людям очень легко будет прорываться. Этим людям очень легко будет куда-то прорываться и прорывать атмосферу, которая, даже если она негативная, прорывать ее в сторону света. Поэтому внутренне настраивайся. Когда ты приходишь сюда, я не человек сопротивления, я человек, который соглашается с Духом Божьим, и я буду двигаться. И я буду вместе с Божьим народом сегодня двигать Царство Божие, я буду вместе с проповедником, вместе с прославлением соглашаться, буду куда-то двигаться, а не буду в противовес тому, что говорят, или в противовес тому, что я здесь вижу, слышу, какие-то вот эти вот мысли в голове своей раскачивать. Вот давайте с этого начнем. Один раз я слышал
такую историю. И в то время, это были годы, наверное, конец 90-х, начало 2000-х, но все еще были аудиокассеты. А кто вот из того времени, когда в твоей жизни были аудиокассеты? То есть вы в теме, да, что такое аудиокассета? Это такая пленочка на двух маленьких таких шариках, которые крутились, из пленочки звук поступал. Сегодня молодым людям уже это надо на пальцах объяснять, что такое аудиокассета. Все представляете, что такое аудиокассеты. Так вот, в то время... Это были древние времена, стародавние времена. Мы слушали проповеди на аудиокассетах. И знаете, вот в ту церковь, в которую я ходил, по церкви начало распространяться такое модное веяние было, откровение чилийских мальчиков, которые побывали в аду. Чилийских мальчиков, Алин. Вот ты не поверишь, у меня это запало в голову. И я когда вот послушал вот это все откровение, вы знаете, иногда не все, что золото блестит, да, и не все, что церковь купола. Вот не все, что на аудиокассетах записано, и не все, что с кафедры проповедуется, и не все, что модные проповедники тебе в Ютубе несут, это откровение с небес. На самом деле, когда я слушал эти откровения чилийских мальчиков, я послушал это все и думаю, это вот от начала и до конца все антибиблейский бред. Вот это откровение об аде, это откровение из ада, потому что оно не соответствует Библии. И знаете, вот сегодня модные есть темы такие, модные проповедники на Ютубе существуют, которые антирелигиозного Христа проповедуют людям. Они несут новый взгляд на Иисуса. Я с одним человеком разговариваю, он говорит, он с тем парнем познакомился, у него новый взгляд на Иисуса. Ради интереса, думаю, ради уважения к седине того человека, который со мной разговаривал, хотя я сам уже не черный. Но, думаю, дай послушаю. Несколько вещей на Ютубе послушал, то, что этот мужчина проповедует как бы новый взгляд на Иисуса. И я понимаю, это просто антибиблейский взгляд на Иисуса. Такой душевный, любящий всех налево-направо Иисус, любящий, знаете, вот как ты немножко покурил, ну ничего страшного, я тебя в щеки поцелую. Ты немножко поблудил, ничего страшного, слава Богу, ты не умер, я тебя в щеки поцелую. Такое, знаете, какое-то душевное все, какое-то все вот скомканное, какое-то все не имеющее границ. Знаете, вот иногда попадаешь, когда в душевное, вот во что-то душевное, в откровения душевные, вот в эти взгляды на душевного Иисуса, вот как будто бы границ того, что черное, того, что белое, их как бы перестает существовать. Границы перестают существовать. И знаете, я понял одну вещь. Когда мы что-то видим, когда мы что-то слышим, когда мы смотрим на этот мир, вообще, когда мы о чем-то думаем, связанным с нашей жизнью, связанным с жизнью этого мира, мы должны всегда хранить границы, которые заключены в слове «ад» и «рай». То есть вот все, что ты видишь вокруг себя, все, о чем ты размышляешь сегодня, ты должен на это смотреть через призму вечности. Когда ты теряешь понимание того, что существует рай, вы знаете, да, что существует рай? Да? Слава Богу. А вы знаете, что существует ад? Слава Богу! Вот это вот две границы, это две крайности. Ну, не то, что, может быть, это сложно назвать крайностями, но это границы, о которых мы всегда должны помнить. Это границы, которые в моем мозгу, они мне не позволяют, например, что-то переступать в моей жизни, потому что я понимаю, что это не может быть небом. И это не может привести меня на небо. Когда я помню о том, к чему я призвана, когда я помню, откуда сошел мой Господь, когда я помню, где меня ждет мой Господь, то есть много вещей в моей жизни, которые я никогда не переступлю. Когда я понимаю, откуда вырвал меня Господь, когда я понимаю, из какого болотища, когда я помню, из какого болотища вырвал меня Господь, из какого ада я пришел, я просто никогда не позволю себе даже одним маленьким пальчиком, мизинчиком или вот так вот издалека хотя бы в это же болото попытаться свою ногу засунуть. Знаете, друзья, как важно, чтобы все, о чем я думаю сегодня, связанное с моей жизнью на земле, чтобы на это я смотрел сквозь призму понимания того, что есть ад, а есть рай.
И об этом бы никогда не забывал. Я сегодня вам хочу напомнить о том, что Бог и Иисус Христос нам говорил и об одном, и о другом. Как раз две стороны медали. Потому что и то, и другое – это невидимые царства. Это вещи, которые мы не можем сегодня потрогать, но это реальность духовного мира. Реальность духовного мира – это ад. Реальность духовного мира – это рай. Реальность духовного мира – это бесы, которые из ада приходят и сегодня издеваются над людьми. Реальность духовного мира – это ангелы, архангелы, серафимы, вот эти вот все Божьи существа, которые поклоняются и прославляют Бога на небесах. Это все реальность. Сегодня в некоторых церквях говорят, это, братан, это стрёмно вообще проповедовать про ад, это стрёмно вообще говорить про бесов, это вообще тема непопулярная, надо качать позитив в людях, надо людей на позитивную волну наставлять. Но если ты будешь внутри своего сердца забывать о том, что реальность ада точно такая же, как реальность Царства Небесного, ты будешь забывать проповедовать своим родственникам, друзьям, ты будешь вместе с ними пытаться зарабатывать деньги, учиться, ты будешь с ними вместе есть, пить, веселиться, не понимая, что твоя душа спасена, и ты идешь в небеса, а эти люди, к сожалению, обречены, и они направляются в ад. Давайте несколько мест Писания посмотрим сегодня. На основании этих мест Писания я хотел бы немножко взбодрить каждого из нас. Ощущение реальности духовного мира. Второе послание Коринфянам, 2 глава, с 14 стиха. Там написано так: «Я благодарен Богу, который всегда ведет нас в своей триумфальной процессии во Христе и повсюду распространяет через нас благоухание, познание о Нем». Если бы здесь остановились, позитивчик. Но дальше он говорит: «Потому что мы для Бога благовоние, возжигаемое Христом среди тех, кто принимает спасение, и тех, кто идет к погибели». То есть, другими словами, мы живем сегодня среди людей, которые приняли спасение, и тех, которые не приняли, другими словами, идут в погибель. И Библия говорит, для одних мы запах смертоносный, для других живительное благоухание. Приехали мы к ним в церковь, мы живительное благоухание. Они наслаждаются временем, которое они вместе с нами проводят, переживают Божию славу, Божие прикосновение. Пришел ты к каким-то людям, не знающим Бога, ты для них запах смертоносный. Ты для них опасный. Эти люди смотрят, и они чувствуют запах ада над своей жизнью. Знаете, что это такое? Когда я общался с верующими, я был неверующий человек, я был молодой человек, у меня была моя жизнь, у меня были мои кенты, у меня была моя улица, у меня были мои боги, которые меня развлекали, которыми я наслаждался. Там покуришь, здесь бухнешь, там курнешь, здесь матюкнешься, здесь еще чего-нибудь, кого-нибудь, с кем-нибудь, когда-нибудь. Все вот знаете, как у людей, обычно. И приходили люди из Церкви Божией, которых мама приглашала, молодые люди, такие же, как я, как мне казалось. Но когда они открывали свой рот и начинали говорить о том, кем они были, о том, что сделал для них Бог, о том, кто такой Иисус и почему Он умер на кресте, они начинали просто говорить мне о реальности Бога. Я говорил: ребят, все, давайте домой, идите, потому что я нехорошо в их присутствии себя чувствовал. Мне было неприятно, и я осознавал, что я слушаю этих людей, я понимаю, что благодаря тому, что они встретились с Богом, они приняли Его спасение, они покорились Богу, и их жизненный путь изменился, благодаря этому они сегодня отправляются в небо. И я понимал на контрасте, что я-то явно иду не туда. Знаете, как я пришел ко Христу? За меня молились, мне проповедовали, семя сеялось, слово проповедовалось, какие-то вещи происходили в моей душе. И в один прекрасный момент, буквально сутки, наверное, дома находился, никуда не выходил, потому что для меня это было странно. Я домой только поночевать приходил в те веселые годы, а все это время я находился вне дома. Где-то сутки или даже чуть больше суток я находился дома. И пришел такой момент в мою жизнь, когда я осознал, это то самое осознание, без которого ты никогда не сможешь стать настоящим верующим. Я просто осознал, что сегодня, если я умираю, я попадаю в ад. В ад.
Я человек, который все, что я заслужил своими силами, это просто попасть в преисподнюю, попасть в место мучительной гибели, в место, где нет ни надежды, ни света, ни справедливости, ни славы, ни любви и ничего вообще со знаком плюс. Вот это вот состояние, когда ты осознаешь, что Иисус Христос для тебя не просто тот самый дядька какой-то, который там чего-то говорил когда-то где-то. Это реальная жертва от Бога ради того, чтобы ты не оказался в аду. Когда ты это осознаешь, и только это осознание или это понимание, оно позволит тебе изменить твой образ жизни. Недавно совсем Алина в очередной раз слушала, я рассказывал истории какие-то из своей старой жизни. Она говорит, ну да, такой-то грешник, как ты, точно должен был быть в аду. Конечно, такой, как я. На самом деле, такой, как ты. Такой, как ты. Ты, может быть, даже не курил, не пил, но ты был человек совершенно отделенным от жизни Божией. Ты был человек, для которого Бог был далекой субстанцией, где-то там, под горизонтом, за горизонтом, и ты жил своей собственной жизнью. Вот это осознание, что твоя собственная жизнь, все, к чему она тебя может привести, это только к аду, и это осознание может привести тебя к настоящему обращению к самому Богу. Если у тебя нет этого осознания, твои проповеди будут глупые, бессмысленные. Твои проповеди будут бессмысленные. Это будут просто нотации, которые ты рассказываешь другим людям о том, как надо быть хорошим, правильным человеком. Если ты не проповедуешь через призму того, что любой человек, не знающий Бога, он попадает в ад. Любой человек, даже если он, как ему кажется, не сильно-то особо нагрешил в своей жизни, любой человек, не принявший спасения через Голгофский крест, он отлучен от жизни Божией. Если этого нет в твоей проповеди и понимания этого нет в твоей проповеди, проповедь будет просто хорошей нотацией о том, как быть правильным, добрым человеком. Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Кто не погибнет, друзья? Кто не погибнет? Только тот, кто верит в Иисуса Христа. Знаете, как иногда мы проповедуем про ад, или как иногда мы проповедуем про небеса. Просто будь хорошим парнем, просто будь хорошей женой, просто будь хорошим бизнесменом. Не ври, не лукавь, не блуди, и все у тебя будет хорошо. Но если ты не веришь в единственного Сына Божьего, отданного за тебя на Голгофском кресте, то у тебя нет возможности не погибнуть. Одного чувака, по-другому мне его назвать сложно, он такой популярный в Америке, такой сладенький проповедник. Ты его слушаешь, такой, знаете, весь такой просто красавчик. Вот ему просто быть муви-стар каким-то. На постеры его клеить, весь такой просто само совершенство. И его спрашивают, как вы думаете, люди из тех религий или из этих религий, они спасутся, пойдут ли они на небеса? И знаете, этого человека это просто в ступор вогнало. Потому что понимание того, что если я не верю, если я не принимаю спасение в Иисусе Христе, оно настолько стало размытым вот в этом сообществе. Будь просто хорошим человеком, просто слушай проповеди хороших людей. И его спрашивают, если человек никогда не принимал, но он зато из другой религии, он там хороший в своей религии, он там все постулаты этой религии исполняет. Как вы думаете, вот по вашему мнению, будет он на небесах или не будет? И у того просто ужас, страх и ступор. Вместо того, чтобы сказать, вот, я читаю свою Библию, и в моей Библии написано вот так. Только тот, кто принимает Иисуса Христа, единственного Спасителя, он не погибнет. Вот, единственный путь. Ефесянам 2 глава, 4 стих написано так. Бог, богатый милостью, проявил такую огромную любовь к нам, что нас, хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом. Вы спасены по благодати. Интересно, здесь написано про каждого из нас. Ты, может быть, грешил много, ты, может быть, грешил мало, ты, может быть, вообще не делал грехов, о которых рассказывает рядом с тобой сидящий друг. Может быть, ты никогда не врал, маму не обижал, там,
сигареты не курил, пиво не нюхал и вообще порнографию никогда в жизни не слышал даже о том, что это бывает, только вот в церкви услышал о том, что это грех. Может быть, есть такие люди. Да, но Библия говорит, даже если ты был такой, ты был мертвый без Христа. Ты был мертвый без этого Голгофского креста, потому что твой дух умер еще в Эдемском саду, в Адаме. Ты был обречен, чтобы когда ты умрешь телесно, чтобы твой мертвый дух потащил тебя в преисподнюю. Мы были все обречены. Друзья, если мы забываем об этом, если мы делим сегодня нашу прошлую жизнь на малые согрешения, на большие согрешения, не считаем, что все это была просто мертвая жизнь, мы люди, которые потеряли реальность духовного мира, реальность спасения, реальность вот этой вот небес, реальность ада. И там написано так: Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившихся с Иисусом Христом в небесах. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство своей благодати к нам через Иисуса Христа. Здесь все Библия говорит о том, что в Иисусе Христе, через Иисуса Христа, благодаря Иисусу Христу, сегодня мы посажены с Ним на небесах. Знаете, другими словами, что это? Если вдруг я сегодня вам говорю какие-то добрые слова, вдруг ты сегодня ночью умрешь, или я сегодня ночью умру. Бывает так, знаете, люди умирают. Скажи своему соседу: ничего страшного, люди умирают. Люди умирают, это реальность сегодняшнего дня. Многие к этому так относятся, будто это что-то такое: вау, умер. Да это реальность, к которой каждый, мы все придем к этой реальности. Я умру однажды. Давайте будем честными. Не будет так, что, знаете, все умрут, а Алина одна останется. Все мы умрем. Но когда ты понимаешь, кто ты сегодня во Христе Иисусе, ты умрешь и сразу же с Ним под ручку. Аллилуйя, здравствуй, дорогой, Он скажет. Здравствуй, я тебя-то ждал. А тебя-то я спас когда-то, много лет назад. И это был тот самый момент, когда ты уже сел вместе со мной на небесах. Здесь твое место. И ты наконец-таки пришел туда, где ты должен оказаться. Вот знаете, если мы не мыслим такими стандартами, то мы будем все время цепляться за какие-то земные вещи. Всю жизнь мы будем цепляться за эту землю зубами, когтями, держаться, умирать не хочу. Что тебя тут так сильно держит на этой земле? Я денег хочу заработать. Я хочу там еще ананасы не ел. Я хочу там еще... у меня только одна жена была на земле. Хочу еще, может быть, другую жену. Пережить ее хочу. Чудак. Знаете, вот люди, которые перестают жить небесами, они перестают жить реальностью духовного мира. Это люди, которые только и думают о земном. Апостол Павел говорит, это люди, думающие только о сраме земном. Все, что их волнует, это их желудок, это их Бог. Это то, вот, о чем они могут думать. Вот я вложу деньги, я буду развиваться, у меня будет такой бизнес, у меня будет шмизмис, у меня там 14 внуков будет, я их всех в щеки буду целовать. Ничего, день рождения не забуду, когда, как, и что, и во сколько. И думаешь, зачем тебе это, чувак? Потому что люди живут просто приземленными целями. И ты разговариваешь с этим человеком, и ты говоришь: братан, может быть, ты вот это оставишь. Как я это оставлю? Когда ты разговариваешь с людьми, которые вот привязаны к земле, они не живут как люди, которые спасены, как люди, которые уже в небесах. Они живут вот этими своими мелкими наслаждениями. Братан, когда курить бросишь? Ну, я не знаю. Я даже не представляю, я вот там в туалет пойду, что я в туалете делать буду? Вот правда, с некоторыми разговариваешь, вот это может быть, это звучит дико и там для Ютуба стрёмно, но люди такие. Хватит на свай свой жевать, я не могу. Я вот не знаю, чем мне там заняться, когда там после еды. Ты думаешь, что ты говоришь вообще? С некоторыми общаешься, и ты понимаешь, он настолько к земле привязан, он настолько не понимает, что он небесный уже человек, что он уже не человек этого мира, он не принадлежит этому миру. Ты разговариваешь с человеком, он тебе объясняет. Знаете, вот там у меня были такие встречи с людьми, мне люди говорили:
Это для тебя блуд грех, для меня блуд не грех. Я там коллекционирую чего-то. Ты смотришь на этого человека, и охота сказать, ты зачем тогда вообще называешься верующим, если ты так и не понял, что ты уже на небесах, и ты должен мыслить небесными стандартами на свою жизнь. Как некоторые люди говорят, ну я же электронную сигаретку курю, ну я же просто раз в день курю. Да какая разница? Ты все еще мыслишь земными наслаждениями и удовольствиями, за которые Иисус Христос умер на кресте. Он был распят, его убили из-за этого греха. А ты, Библия говорит, продолжаешь снова и снова распинать его своими маленькими наслаждениями. Только потому, что ты не знаешь, к чему ты призван, кем ты являешься и во что ты уже превратился. Ты уже Божий человек для неба призванный. Ребят, ну вот там, я в воскресенье не матерюсь, у меня пост, да? Я в воскресенье не курю, у меня пост. Я там в воскресенье жене не изменяю, даже в мыслях у меня пост. Если ты небесный, у тебя небесные ценности, если ты небесный, если ты знаешь, что такое небо, и ты знаешь, откуда вырвал тебя Бог твой, ты туда даже маленький пальчик обратно не будешь засовывать. Я знаю, откуда я взялся. Я знаю, откуда меня вырвал Бог. Когда-то, когда я принял спасение, я был Богу безмерно благодарен, что я больше не иду в ад. И я когда встречал своих друзей, они мне задавали вопросы, а как ты живешь без этого? Я говорю, я кайфую без этого, потому что ад оторвал от меня Иисус, и я теперь свободный человек. Это как большой хвост, который тянулся за мной, и который мне всегда напоминал, ты пойдешь в ад. Бог оторвал это от меня, я счастлив, и я не хочу туда возвращаться. Ребят, когда мы думаем сегодня о людях, нас окружающих, думайте не о том, сколько у этого человека денег, на какой машине он приехал. О, прикинь, ты видел у него телефон, у него не просто айфон, золотой айфон. Да пофиг, какой у него айфон, он вместе с ним в ад уйдет. С бесами там будет переговариваться, Hello, дайте мне на провод человека, который iPhone создал. Когда вот это все слышишь, я помню, когда там хоронили каких-то людей, знаете, вот умирают люди, и ты понимаешь, это был безбожный человек, не знающий Бога. И я вот помню, как христиане, они скорбели о том, что такая личность выдающаяся, такой гений ушел. Да если он и был гений, это было от Бога ему дано. А страшно, что он ушел, не зная Христа, не зная спасения. Вот о чем надо переживать. Люди, вот я помню, там умер Стив Джобс. Какой гений от нас ушел. Да он точно такой же грешник, как он тот бомж, с которым ты сталкиваешься каждый день у помойки. Одинаковый. Просто у того меньше, у этого больше даров или талантов от Бога данных. Но если человек не знал Христа, не знал Бога, к сожалению, одна и та же участь у всех. Ребят, если мы забываем о том, кто мы такие, к чему мы призваны, для чего мы здесь, на этой земле живем, мы будем всякой ерундой заниматься, мы будем все хвалиться, у кого больше машина, у кого больше дом, кто больше бабок заработал. Это туфта полная. Завтра ты можешь умереть. О скольких людях ты думал уже в этом году, который вчера еще был с тобой, сегодня его нет. И ты понимаешь, у человека были такие наполеоновские планы, он чего-то достиг, и он еще много чего хотел достигать. А сегодня он встал на суд перед Богом, и этот человек, к сожалению, без Христа обречен. Вот мотивирующая сила наших проповедей. Вот почему мы сегодня молимся за наших бедных детей, которые тупят, которые выросли в христианской семье, а потом заявляют, да я там на эту религиозную туфту вашу больше не поведусь. И ты говоришь, ну сынок, приходи, хоть чай иногда со мной попей. Не будь дебилом. Просто скажи во имя Иисуса, иди гуляй, пей, ешь, веселись, пока запах ада не встанет у тебя в носу. Когда это произойдет, и ты поймешь, что ты последний, конченый грешник, приходи, я тебе расскажу путь к спасению. Знаете, как много сегодня в христианской церкви, не в нашей, может быть и в нашей тоже, как много христиан так называемых, которые, они не пришли к доброму Спасителю, который ради них умер, чтобы этот человек в аду не оказался. Они пришли просто
в хорошее, доброе место с мотивирующими проповедниками. Там такая мотивация, я выхожу, прям мне охота бизнесом заниматься. Если ты потерял понимание, что я шел в ад, Иисус меня поймал на полпути, благодаря Голгофскому кресту развернул меня, открыл мне небеса, и я сегодня бегу в небеса. И неважно, чего я на этой земле добьюсь. Я сегодня понимаю, что я спасен, поэтому я не спасенным людям, которые меня окружают, людям, которые, к сожалению, сегодня они заняты всем, зарабатыванием денег, получением огромного количества материального благосостояния, получения образования, посещения там 520 стран, которые там ему надо посетить за жизнь или еще что-то. Вот этими идеями зараженных людей я хочу их спасти, я хочу принести в их жизнь возможность после смерти оказаться вместе с Богом. Когда я читал или слушал эти откровения чилийских мальчиков, почему это откровение вообще не из Библии, это откровение из ада. Там вот рассказывались истории, какой ад, какие у него там корпуса. Там Иисус водил, говорил, здесь вот особенный корпус для проповедников, здесь особенный корпус для там людей, которые там чего-то там не доделали или сделали не так, как надо. Знаете, это совсем все по-другому на самом деле. Это совсем все по-другому. Когда ты читаешь Новый Завет, ты начинаешь понимать, что Иисус, когда Он говорит про ад, это вообще другие вещи. Давайте посмотрим 17 глава книга Иоанна, или Евангелие от Иоанна, с 1 стиха. «Закончив говорить, Иисус поднял глаза к небу и сказал: Отец, настало время. Прославь Твоего Сына, чтобы Сын мог прославить Тебя. Ты дал Ему власть над всеми, чтобы Он мог давать вечную жизнь всем тем, кого Ты дал Ему. Ведь вечная жизнь или небеса состоят в познании Тебя, единственного истинного Бога и Иисуса Христа, которого Ты послал». Вы знаете, что такое вечная жизнь? Что такое небеса? Это когда Иисус твой хлеб, твоя вода, твой воздух, твой свет. Когда Иисус — это все, что наполняет твое сердце, твои мысли. Это все, что ты видишь утром, проснувшись и ложась спать ночью. Это все. Библия говорит, когда мы вообще читаем про Новый Иерусалим, то есть про небеса, там Библия говорит так: солнца не будет, Иисус будет нашим солнцем. То есть вот свет, который мы сегодня видим, он будет исходить от Иисуса, то есть реальность Иисуса, Его жизнь, Его любовь, Его справедливость, Его благословение, вот просто Его сердце, оно будет всегда с нами. Соответственно, что такое ад? Это полное отсутствие Иисуса. Когда Иисус говорил одну притчу, Он говорит там про одного человека, который уперся в своем нежелании прощать обидчика. Помните, что Он сказал, Иисус, про ад? Что это было? Он говорит: выбросьте этого человека куда? Во тьму внешнюю. То есть ад, на самом деле ад — это не просто какой-то корпус, где там эти черти жарят сковороды, ржут и говорят: здорово, мужик. Про такой ад некоторые говорят: я буду пить, есть, курить и веселиться, и в этот ад спокойно пойду. Братан, ад — это нигде вот эти сковороды, и ты вместе с чертями можешь к ним присоединиться и других жарить. Нет! Ад — это полное отсутствие света, жизни, справедливости. Просто хоть какой-то капли доброты, хоть какой-то капли внимания, хоть какой-то капли вот чего-то теплого, чего-то доброго. Вот отнимите все, что у вас сегодня есть, справедливое, доброе, все, что связано хоть с каким-то граммом любви, это все называется адом. Когда я теряю вот эту вот реальность, что ради этого я живу, чтобы спасать людей, чтобы приводить людей к свету, чтобы приводить людей ко Христу. Я не просто живу, чтобы сделать вас всех добрыми людьми и людьми с безукоризненным характером. Нет. Я живу для того, чтобы все дни моей жизни, все годы моей жизни, которые я здесь проведу, я живу для того, чтобы расширять Царство Божие, проповедуя Иисуса Христа распятого. Почему распятого? Потому что только крест и только вот эта голгофская жертва открывает путь в небеса. Без Христа нет
или без креста нет никакого спасения. Без этой жертвы на кресте нет никакого спасения. От твоей хорошести ты не окажешься на небесах. Человек рядом с тобой, хорошо ведущий образ жизни или ведущий хороший образ жизни, не окажется на небесах. Человек, только принимающий спасение через Христа, поверивший Христу, только он сегодня попадает в небеса. Давайте еще одно место Писания посмотрим. Иоанна 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Тот же, кто отвергает Сына, не увидит жизни, и его ожидает Божий гнев». Когда сам Бог, некоторые люди говорят, Бог не может гневаться, но так Библия говорит. Бог не может быть злым, но так Библия говорит. Так в Библии написано. Это не то, что люди придумывают. Знаете, и когда ты помнишь эти места Писания, когда ты размышляешь над этими местами Писания, это начинает трезвить тебя. Это начинает трезвить тебя. Когда тебе твои друзья говорят, будешь? Ты говоришь, не буду. Что, спортсмен? Нет, не спортсмен. В ад не хочу попасть. В ад не хочу попасть. Да, прям такой категоричный. Мне по приколу было как-то посмотреть одну проповедь Евгения Пересветова. Один проповедник из Соединенных Штатов Америки в Сиэтле живет. И проповедь называется «Потерять спасение легко». Может быть, сталкивались с этой проповедью? Брат Евгений, пастор церкви в Сиэтле, он раскрывает Писание и говорит, что когда ты спасен Христом от ада, то не делай ничего такого, что тебя в этот ад вернет. Просто не разворачивайся ты обратно к своей старой жизни, а живи так, как Христос, который в небеса тебя ведет, живи так, чтобы в небесах с Ним встречаться. И вот вы не представляете, я посмотрел, там 37 тысяч просмотров и где-то 500 комментариев. Половина из них люди просто несут всякую несуразную чухню. Ты понимаешь, это религиозные люди, сидящие в церквях, 100 тысяч лет ходящие в эти церкви, но так никогда и не открывающие Библию. Это люди, у которых придуманный Бог, которого им понарисовали какие-то добрые проповедники. Или они сами себе понарисовали этого Бога. Ой, как потерять спасение, которое тебе подарено Богом? Да очень просто. Если я сейчас подарю тебе iPhone, а потом вдруг что-то у тебя случилось, ты возьмешь там с психу этот iPhone, разобьешь о стену. Потеряешь ты мой iPhone, который я тебе подарил, или нет? Все же легко. Каждый из нас, мы сегодня ответственны за то, что мы сделаем с нашим спасением. И знаете, я слушал проповедь этого человека, и у меня на все да и аминь. Но читаешь комменты, ой, чухня харизматическая, у него там какая-то безумное богословие в башке, он Бога любви не знает, у него законничество там. И читаешь все эти комменты и понимаешь, люди комментируют, сами не понимая, чего они пишут. Потому что, читая Слово Божие, читая Новый Завет, ты понимаешь, он всего лишь на 5% стал похожим в своих проповедях на апостола Павла. Если бы апостол Павел сегодня на YouTube у нас проповедовал, вы даже не представляете, сколько хейта было бы. В смысле? 1 Коринфянам 6 глава ты написал: не блудники, не прелюбодеи, не смотрящие порнографию, не курящие электронные сигареты. Он бы так сегодня писал. Он просто не знал, что будет такое придурочное время, когда люди, они уже даже не сигареты будут курить, они электронные сигареты. У них электронная женщина будет в мониторе, у них электронные деньги, электронные грехи, все это будет электронное. Апостол Павел не догадывался. Он просто писал о гомосексуалистах, он писал о тех, о других, третьих. Он говорит, если ты, будучи братом, называешься братом, остаешься мошенником, вором, лжецом, если ты продолжаешь своей жене изменять, если ты продолжаешь гневаться на брата своего, в Царство Божие тебе путь заказан. Иногда, наверное, надо нам, на контраст вот таких проповедников на YouTube. Какую-нибудь злую проповедь расскажешь о будущем для людей, которые потеряли реальность ада, реальность небес. И человек говорит, ой, какая злая проповедь. А ты говоришь, а вот давайте она апостола Павла. Ссылочку скину, ты его послушай. И ты начинаешь читать, и ты думаешь, ё-моё, а брат-то нас побуждал трезвиться. А брат-то нам не какие-то идиотские идеи рассказывал. Брат-то нам говорил о реальности, что человек, который сегодня продолжает упираться в своих грехах, он просто обречен не в небо попасть,
а попасть дальше куда-то, не в то место совершенно. А знаете, некоторые люди говорят, да ладно, апостол Павел, он был там crazy man, он для какой-то отдельной прослойки христианского населения писал, вот ты на Иисуса посмотри, а давайте на Иисуса посмотрим. Иногда охота сказать, давайте посмотрим. Иисус говорит, тот, кто сегодня не берет креста своего, и он не откажется от всего, что предлагает буквально этот мир, он недостоин называться моим учеником. В смысле, Иисус? А там дальше написано, он больше говорит, есть люди, которые были одарованы для того, чтобы продвигать Царство Божие. Это люди, которые закопали свои таланты. И Библия говорит, когда они встретятся с Богом, Бог что им скажет? Вали, я не знаю тебя. Чего ты пришел? Ты не делал то, что я хотел от тебя. Ты все ждал вдохновения, ты все ждал какого-то, я не знаю, там небесного пинка, лежал, какого-то, вот знаешь, в своем эгоизме 25 лет просидел, меня недолюбили, меня недооценили, меня руками недопожимали, мне чего-то не хватает. На некоторых христиан смотришь и говоришь, ребята, пришло время небесно проснуться, вставай! In the name of Jesus, хватит крутить Христа вокруг своего эгоизма. Хватит рассказывать Богу о том, какие все придурковатые вокруг тебя. Просто встал и пошел. Друзья, ну давайте будем честны. Вот есть Евангелие. Мне очень нравятся определенные, например, там проповедники, которые проповедуют сбалансированное Евангелие. Если вы посмотрите мои проповеди, если бы я каждый день так проповедовал, конечно, я бы вам посоветовал, бегите лучше отсюда, потому что вас задолбят здесь. Но иногда надо в реальность возвращаться. Иногда надо понимать, что мой образ жизни, он сегодня влияет на мое будущее. Иногда мои ценности, которыми я сегодня живу, иногда то, что я базарю своими устами, иногда то, как я веду себя, иногда то, как я себя позиционирую, оно не свидетельствует о том, что я небесный житель. Оно свидетельствует больше о том, что ад все еще прицепился ко мне. Я все еще до сих пор для себя не отсек какие-то вещи, которые из ада. У нас не может быть этой адской риторики, когда люди рассказывают, я там матерился чуть-чуть, я просто, потому что сильно набухался, не понимал, что я творю. Потому что я там 2 дня в клубе, там по кабакам, там в дыму сигарет, у меня просто все было задурно. От начала вот все неправильно. От начала все не то. Остановись. Знаете, друзья, я хочу как к небесным людям вам сегодня обратиться. Просто призыв такой. Задумайся о том, на кого ты влияешь и как ты влияешь. Что ты несешь в этот мир, для чего ты живешь. Если ты живешь ради бабок, бедный ты человек. Если ты живешь ради того, чтобы хорошо выйти замуж, родить 15 детей, бедный ты человек. Если ты живешь просто ради того, чтобы стать каким-то известным, популярным, бедный ты человек. Если ты живешь сегодня ради призвания Божьего, если ты живешь сегодня ради небес, и ты хочешь этим небесам угодить, ты хочешь, чтобы эти небеса приходили на землю, ты хочешь, чтобы твоя земля, твой город, твоя семья не переживали эти небеса, славный ты человек, ты, значит, что-то понял в этой жизни со Христом.